дисциплине легкой промышленности профессионального колледжа Крымско-Узбекского университета Джанибек Кызылгулбарчин. Представляем вашему вниманию видеоурок по дисциплине моделирование и художественное оформление одежды. Тема практической работы – моделирование складок, драпировок в деталях одежды. Итак, начинаем урок. Методическая цель – активизация деятельности студентов через опережающее задание и групповую работу, ориентированную на профессиональную компетентность. Обучающая цель – ознакомить студентов с приемами технического моделирования, знать современные направления моды. Развивающая цель – развивать профессиональную самостоятельность, творчество и компетентность будущих специалистов. Развивать способность по владению различными способами творческой исследовательской деятельности. Воспитательная цель – воспитывать в студентов усидчивость, организованность и самостоятельность. В конце пройденного занятия студент должен отвечать следующим компетенциям. Повторим то, что было на прошлом занятии. Как определить величину расширения для образования сборок? Какие изделия относятся к верхней одежде? Какая одежда называется плечевой, какая поясной? Как рассчитать глубину односторонних и встречных складок в плечевом изделии? Тема нашей практической работы – моделирование складок, драпировок на деталях одежды. Целью этой работы является формирование умений по освоению методики и практических приемов технического моделирования, применяемых при разработке конструкций новых моделей одежды использованием базовых основ. В процессе этого урока мы должны освоить методики и практических приемов технического моделирования, освоить практических приемов образования сборок и драпировок на деталях одежды. Затем формировать навыков выполнения приемов технического моделирования, применяемых при коническом и параллельном расширении использованием базовых конструкций спинки и полочки. Время выполнения 4 часа. Пособия и инструменты. Лекала деталей спинки и полочки женского платья. Чертежные принадлежности. Бумага для шаблонов, калька, ножницы. Литература и интернет-ресурсы. Дополнительные источники. Методические указания. Драпировка. Способ получения объемной формы с помощью незаутюженных и нестаченных складок. Складки или сборки драпировки могут быть закреплены в подрезе, в шве
в рельефном шве, шве посередине переда, шве по линии талии, в боковом срезе, плечевом срезе, шве притачивания кокетки, в горловине, а также талиевой выточке. Ткани для модели с драпировкой следует помнить, что не всякая ткань хорошо драпируется. Ткань обязательно должна быть мягкой, желательно не мнущейся. Очень хорошо подходит тонкий трикотаж с эластаном, бархат, креп-тишин, креп-сатин, батист, шифон, шелк. При обработке изделия с драпировкой необходимо учитывать, что детали с драпировкой желательно делать на подкладке. Драпировка на деталях платья может быть расположена симметрично и асимметрично от подрезов и срезов деталей. Наиболее динамичную и выразительную форму можно получить с асимметрично расположенной драпировкой, как на лифе, так и на юбке. Драпировка от плечевого шва и от кокетки. Драпировка асимметричная от бокового шва и от линии середины полочки. Работа выполняется студентами индивидуально с использованием базовой конструкции плечевого изделия на листах формата А4 в масштабе 1:5. Изменение внешнего вида изделия достигается за счет конического расширения от линии горловины, плеча, линии груди, талии с помощью технического моделирования. Основное условие при разработке деталей с драпировкой – раствор всех выточек переводят в драпировку. При разработке конструкции деталей платья с симметрично расположенной драпировкой используют основы лифа или юбки в половинном размере. При создании асимметрично расположенной драпировки используют цельные развернутые лекалы основы. Выточки переводят в драпировку. Если недостаточно растворов выточек, намечают дополнительно несколько разрезов и разводят на нужную величину. Направление складок драпировки может усилить или уменьшить остроту формы. Для освоения приемов технического моделирования студенты выполняют несколько вариантов построения: моделирование складок и сборок, драпировок и фалд на базовых конструкциях полочки и спинки. Задания даны в эскизах.
Итак, рассмотрим асимметричную драпировку. Будем ее выполнять на цельном лифе. То есть берем лист и переснимаем цельный лиф. Это линия середина переда. Теперь необходимо от вершин выточек талиевой и на грудной выточке проводим 2 параллельные линии по прямой к подрезу. Вырезаем выточек. Совмещаю плечевой срез. Закрываем нагрудную выточку. Закрываем талиевую выточку. И получаем такой результат. Теперь необходимо вот эти части ровненько скруглить. Плечевые изделия с односторонними и встречными складками. Глубина проектирования складок 3-5 см. Задания даны в эскизах. Основными приемами изменения силуэта является параллельное и коническое расширение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и неравномерным в зависимости от проектируемой формы модели. Параллельное расширение используют в основном для образования спорок и мелких складок на деталях. В этом случае преобразуемую деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей. Изменение формы детали за счет образования сборок влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне. Линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию. Такие же приемы используются для конического расширения деталей. Заводя друг на друга полосы рассеченных деталей и контролируя одновременно ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры. Например, для юбок на линии бедер. При этом увеличиваются растворы прежних выточек и образуются новые. Все они в таких моделях используются, как правило, для образования мягких складок. Наш урок подошел к концу. Если у вас есть вопросы, можете спросить.
Дома вы должны представить два примера в масштабе 1 к 5 со складками и драпировками на типовую фигуру и оформить на чертеже конструкции основные линии, линии построения и цифровые обозначения основных конструктивных